эффективного взаимодействия властей Башкортостана с республиканскими предприятиями «Газпрома» в 2020 году в регионе создали межведомственную комиссию. Определились 3 ключевые направления совместной работы – газификация населенных пунктов региона, развитие газохимии и энергетического машиностроения. Глава Башкортостана Ради Хабиров на предприятии «Газпром-Трансгаз Уфа». В планах посетить диспетчерскую службу, провести выездное заседание межведомственной комиссии, заглянуть в музей. Это корпус производства технологической связи и диспетчерского управления. Отсюда мониторится, контролируется и управляется всей газотранспортной системой, Республики Башкортостан. Это наше сердце нашего предприятия, Ради Фаридович, наш центр управления полетами. Эрнест Сергеевич Иванов, главный диспетчер нашего предприятия, расскажет. Круглосуточная здесь, да? Конечно, конечно. Ежеминутно, ежесекундно. Все на контроле. Пожалуйста, Эрнест Сергеевич. Так, уважаемый Ради Фаридович, уважаемый Шамиль Гусманович, уважаемые гости, вашему вниманию предоставляется в целом единая система газоснабжения Российской Федерации, которая обслуживается группой предприятий ПАО «Газпром». Основные центры газодобычи «Газпрома» у нас сосредоточены на северных месторождениях. Это полуостров Ямал, Ямбурские группы месторождений и Уренгойская группа месторождений. Общий объем добычи годовой на этих месторождениях порядка 500 миллиардов метров кубических газа в год. После добычи газ транспортируется по системе магистральных газопроводов ПАО «Газпром» протяженностью 175 тысяч километров потребителям Российской Федерации и далее на экспорт уже в Европу. Южный коридор, или как мы еще называем, Новопсковский коридор ПАО «Газпром», транспортирует газ от месторождений Уренгойской группы по территории Республики Башкортостан, по нашей территории, далее по южной части России. Наш же 28 миллиардов кубов, это же ямбурский газ, да? 28 миллиардов кубов, которые пойдут на Салават. Север Тюменской области. Откуда? Покажите, откуда. Группа месторождений. С этого. С этого. Он идет региона, по трубе, да. Получается, сюда. Да, газ идет, получается, по Уренгой-Петровск. Так, поворачивает сюда. А где он заходит к нам? На наш коридор, здесь заходит он. А на какой станции? СРТ-Урал, КС Полянская здесь. А как раз Полянская. Да. И оттуда мы уже должны подвести до Салавата. Покажи схему Салавата сделай. Еще. Вот получается, схема. Это красная синяя, это, наверное, это как реверсная труба и, соответственно... Это как раз подача, продукта в Салават, будущая подача, да, и после того, как этан будет отбит, возврат метана в единую систему газоснабжения туда же в Поляну. Все понятно. Это сколько километров? Это 250, да? 250 туда, 250. Общие две ветки по 250, да? Две нитки. Это, кстати говоря, реализация данного проекта значительно усилит надежность газоснабжения самой республики, потому что зарезервирует республику и даст возможность дополнительно еще развивать энергетику и промышленность. То есть до Поляны проблем нету, да? Нет, проблем нет. Дополнительно 28 миллиардов кубов. Газопровод СРТ-Урал у нас есть. Понятно. Быстрее всего «Газпром» примет решение, у нас приходит, видите, 4 в Поляну, да, а уходит 3. Одна труба СРТ-Урал, она у нас, будем говорить, имеет свободные мощности. Я думаю, по СРТ-Урал и подадут, наверное, этаносодержащий газ. В целом, если рассматривать систему газопроводов нашего общества, у нас по протяженности 4,7 тысяч километров газопроводов всего. Мы газ получаем со стороны Челябинской области по газопроводу Челябинск-Петровск, диаметром 1400 мм. И по 4 ниткам со стороны Пермского края, СРТ-Урал, Ямбург-Поволжье, Новопсков и Уренгой-Петровск. Со стороны Пермского края 4 нитки. Дальше начинается трехниточный коридор Челябинск-Петровск, Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков. Мы транспортируем газ по территории Башкирии до границы с Республикой Татарстан. Дальше газ уходит по южной части России и до Черного моря. Как я уже говорил, общий транспорт у нас 108,8 миллиарда. Из них республика сама потребляет 15,7 миллиарда. Кроме системы транзитной, системы газопроводов, у нас еще есть так называемая система, региональная система газопроводов. Это Полянок, СПХГ, Кумертау-Шимбай и Шимбай-Уфа и другие, которые обеспечивают подачу газа потребителям нашей республики. Через 146 ГРС.
Это газораспределительные станции, которые обеспечивают именно подготовку газа перед подачей его потребителям. Доля газа в энергобалансе республики 90% относительно других источников энергии. Из 15,7 миллиарда половина потребляют объекты энергетики, вот, крупнейшие объекты энергетики. Вот, кроме этого, вот, на юге республики у нас располагается такой объект, как Кончуринско-Мусинский комплекс ПХГ на базе бывшего газоконденсатного месторождения. Объем ПХГ составляет 4,7 миллиарда метров кубических. В зимний период мы газ отбираем с ПХГ для компенсации суточной неравномерности подачи газа потребителям. А в летний период мы закачиваем газ по газопроводу Полянка с ПХГ для того, чтобы создавать резерв себе на зимний период. Вот, текущий у нас отбор, вот в данный момент мы производим отбор в объеме больше 30 миллионов в сутки. Это половина суточного газопотребления всей республики. То есть в сутки 60 миллионов республика потребляет. На сегодняшний день 30 миллионов из них мы берем из подземки, которую закачали летом. Суточный объем транспортируемого газа на сегодняшний день 260 миллионов в сутки. Это 97% от проектной производительности коридора. То есть мы загружены практически на максимальном значении. Газотранспортная система, она таким образом уникальна в своем роде, потому что мы можем газ подавать в республику как со стороны коридора, получается, Новосковского, так и со стороны подземного хранилища газа. Поэтому наша система, она является уникальной системой региональной вот, в целом. А вот эти две ветки, вы такая примерная или уже маршрутизацией занимаетесь? Нет, это не примерно. Это взято за основу при принятии решения, да, где за основу взято в техническом обосновании именно вот этот вариант подачи продукта на Салават. Вот теперь хотел более подробно акцентировать внимание на технологии производства нашего. Вот эта система была введена в 2015 году благодаря тому, что телемеханизация и автоматизация производственных процессов у нас наиболее развита по сравнению во всей отрасли. Пожалуйста. Да, вот, Ради Фаритович, вашему вниманию предоставляется так называемая автоматизированная схема управления технологическими процессами нашего производства. Вот здесь на этой схеме изображены все основные объекты нашего предприятия. Вот, в режиме реального времени поднимаются более 22 тысяч параметров реального времени. Основные это давление, расход и температура. Вот, технология транспорта газа обеспечивает 5000 работников нашего предприятия, 15 филиалов, в том числе 9 линейных управлений, которые обслуживают именно на местах, в границах своей зоны обслуживания, обслуживают нашу систему газопроводов. Вот, технологию транспорта газа можем продемонстрировать на примере вот, КС-4 «Поляна». КС-4 «Поляна» — это компрессорная станция, которая… То есть в режиме онлайн, мы контролируем все параметры работы всей газотранспортной системы республики. Каждый узел, он нам виден, мы видим его параметры давления, обороты двигателя, масла, температуру масла там, и так далее, открыто-закрыто. 5 двигателей стоит, да? Да, вот зеленые — это работающие. 5 газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 РУФА. Там новый стоит какой-нибудь, нет? Конечно, они все новые. Да, производство МПО. 2 в работе, вот, 2 агрегата в работе, 2 в резерве и 1 на плановом техническом обслуживании. Открой вот этот слайд вот, с двигателем. Вот обслуживают сегодня, это значит, на техническое обслуживание вывели агрегат, значит, и в режиме онлайн мы видим, как люди с УМПО обслуживают, значит, свой двигатель. А это какой 16 мегаватт. 16 мегаватт это АЛ-31, да? АЛ-31. Продолжим. Наше предприятие еще обеспечивает подачу газа потребителям. Вот. Подача газа потребителям осуществляется по региональной системе газопроводов через ГРС. Газораспределительная станция называется. Вот на примере города Уфа мы сейчас продемонстрируем газоснабжение потребителей города Уфа. У нас есть ГРС Новая Александровка, которая обеспечивает подготовку газа перед тем, как мы его подаем потребителям. Газ с давлением 37 килограмм приходит на вход станции, дальше подогревается на узле подогрева. После подогрева давление снижается с 37 до требуемых 12 килограмм. Вот после этого добавляется одорант, узел одорант в газ, потому что газ он без цвета и без запаха, а на ГРС мы придаем ему характерный запах, который вот у нас, когда плиту включаем, вот этот запах. Вот. Дальше мы после адеризации мы подаем уже в сети, городские сети газоснабжения. Газпром газораспределение Уфа у нас обслуживает. Вот.
Вот это крупнейшая ГРС. Крупнейший ГРС. Крупнейшая, 900 тысяч часовых, которая обеспечивает сегодня всю энергетику практически, да, ТС-1, ТС-2, ТС-3, ТС-4. Вот они как потребители там указаны. Все потребители указаны, вот крупнейшие ТЭЦ-1, 2, 3, 4. Вот всего, если брать город Уфа, потребляет в год 4 миллиарда, а республика потребляет 15,7 миллиарда. То есть 1/4 часть Уфа потребляет от потребления всей республики в целом. Вся республика за отопительный сезон осень-зима, да, потребляет 9 миллиардов. 9 миллиардов. Вся республика. Мы продолжаем, значит, вот ту начатую работу, да, благодаря тому, что вот с Ростехом вот такое взаимодействие построено сегодня. Мы по 2 машины в год продолжаем менять. Вот эти 2 старые. Да, вот в этом году вот эти 2 старые машины мы уберем, поставим современную, значит, в Шаране и в Поляне. Вот, тем самым закончим 3-й этап, 4-й этап и перейдем к 5-му этапу, значит, модернизации. Тот же природный газ потребляется, значит, двигатель работает, авиационный двигатель работает на метане. А на метане? На метане работает двигатель. Не на керосине, как на боевой машине, а на метане. В этом и заключается, значит, вот специфика, да, приземления, как мы называем, значит, авиационного двигателя в качестве привода использования. Вот. Поэтому эту программу мы продолжаем, и огромное спасибо, и очень надеемся на то, что с ОДК мы все-таки продвинемся. Единственное, вот я бы хотел, чтобы вы поддержали на контроле, да, вот вопросы испытательного стенда, подготовки кадров, потому что это очень важно. Это очень важно. Мы продолжаем. Спасибо. Спасибо. Я поздороваться хочу. Здравствуйте, приветствую опять. Добрый день, уважаемый Ради Фаридович, уважаемые коллеги. Я с удовольствием приветствую сегодня руководство республики, коллег из «Газпрома», наших партнеров на межведомственной комиссии. Долго мы готовили это совещание, вопросов очень много. Год 21 прожитый был рекордный, поэтому будет о чем поговорить. Ради Фаридович, начнем. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад всех приветствовать на первом в этом году заседании нашей межведомственной комиссии с ПАО «Газпром». Вы знаете, где-то 1,5 года назад мы приняли решение, создали эту комиссию для того, чтобы наше взаимодействие было постоянным, системным, чтобы мы друг другу во всех наших добрых делах помогали. Уважаемые коллеги, конечно, хотелось бы нам воочию друг другу видеть, но санитарно-эпидемиологическая ситуация такова, что мы проводим в определенной части в гибридном виде и проводим онлайн в основном. Мы действительно вошли в новый 2022 год с очень неплохими показателями развития экономики республики. В целом состояние экономики наше бодрое, эффективное и, конечно, во многом это благодаря в том числе работе предприятий «Газпром», эффективных на нашей территории. Мы приступили совместно к реализации программы газоснабжения и газификации республики до 2025 года. Мы очень признательны Алексею Борисовичу Миллеру за поддержку этой программы, потому что она впервые носит такой масштабный и наполненный такими серьезными деньгами объем. 13,5 миллиардов придут на газификацию нашей республики. Что это значит? Это значит 25 тысяч домов и в 300 социальных объектах придет газ. Поэтому нам эту работу надо эффективно проводить. Далее. Мы проводим работу по созданию предприятием «Газпром СПГ» в Стерлитамакском районе комплекса по производству сжиженного газа. Он начнет уже работать в этом году. На базе «Газпром нефтехим Салават» планируется реализовать крупный проект по переработке 20 миллиардов кубов природного газа с производством из него этилена и пропилена. Это большой проект, которым мы потихонечку будем двигаться. Очень важным направлением нашей совместной работы является кооперация предприятий «Газпрома» с ОДК УМПО. Компания модернизирует и расширяет линейку газотурбинных двигателей для газовой отрасли. 4 АЛ-31СТ уже поставлено на магистральный газопровод «Силы Сибири», 10 на Баваненковское месторождение, 4 на компрессорной станции «Юбилейная», «Шаран» и «Полянская». Мы очень надеемся на своевременное исполнение Ростехом обязательств, принятых в рамках соглашения по созданию в Шакше комплекса по сборке и испытанию индустриальных двигателей мощностью
6,45 мегаватт и использование двух опытных образцов двигателя АЛ-41СТ мощностью 25 мегаватт. Большой интересный проект, который начинает активно развиваться. Уважаемые коллеги, у нас также очень широкие перспективы развития газомоторной инфраструктуры. Я сегодня с удовольствием сообщаю по итогам 2021 года, что у нас 41 станция компримированного газа. Мы совместно с Ростовской областью занимаем в Российской Федерации первое место по количеству ГНКС. При этом, что у нас есть планы на строительство и далее подобных очень нужных объектов. Важно нам активнее переводить транспорт на газ. Тем более, что две трети затрат на это берет на себя государство. В целом, уважаемые коллеги, очень рад еще раз вас видеть. Я считаю, что работа нашей межведомственной комиссии исключительно полезна для всех нас. Предлагаю приступить к работе комиссии. Спасибо. Уважаемый Ради Фаридович, уважаемые коллеги, успешное выполнение обязательств по транспортировке газа и уверенное прохождение Республикой Башкортостан отопительного сезона – это первоочередные задачи для «Газпромтрансгаз Уфа». Обществом в 2021 году в полном объеме реализованы все производственные и социально-экономические планы. За прошлый год объем транспорта газа составил, Ради Фаридович, обратите внимание, 108,8 миллиардов метров кубических. Это является максимальным значением за всю историю нашей компании. При этом потребителям республики поставлено 15,7 миллиардов метров кубических. Из оперативного резерва Кончуринско-Мусинского комплекса подземного хранения газа, который составлял до начала отбора 4,7 миллиардов метров кубических, на сегодняшний день отобрано 1,7 миллиарда кубических метров, или 36% от активного объема подземного хранилища. В текущем осенне-зимнем периоде общество обеспечивает задания по транспортировке газа в плановом порядке. Уважаемый Ради Фаридович, основой многолетнего плодотворного сотрудничества «Газпрома» и Республики Башкортостан является соглашение, заключенное в 2003 году с дополнительными соглашениями 2008 и 2014 годов. Вместе с тем, действующая редакция документа не учитывает в полной мере новые ориентиры взаимодействия, а также не охватывает весь спектр современных актуальных задач. Предлагаю, уважаемый Ради Фаридович, дать соответствующие поручения по подготовке нового соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и «Газпром» для последующего согласования и подписания на площадке Петербургского международного газового форума в октябре текущего года. Надо актуализировать. Очень серьезные задачи поставлены, очень много проработок, соглашений заключено, надо актуализировать, наверное, и нарезать новые задачи. Мой доклад закончен. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Шамиль Гусманович. По поводу соглашения, безусловно, принимается. Александр Николаевич, как поручение оформите, пожалуйста, и с удовольствием подпишем его уже в актуализированном виде на питерском форуме. Вот мы переходим уже в исторические старые здания, значит, которые... Ведь когда-то это была окраина города, и здесь была первая ГРС Уфы. Вот. Это здание было построено в 60-е годы. Вот. Это наши руководители, значит, начиная от Оруджева, Денкова, Черномырдина, Вяхерева, Алексея Борисовича. Это наши первые руководители Баштрансгаза. Вот. То есть мы помним их. Добрый день. Мы рады приветствовать вас в информационно-выставочном центре «Газпромтрансгаз Уфа». Предлагаем пройти в историческую часть. Вагончик первопроходцев. Вот так у меня юность начиналась, я с таких вагончиков. А сейчас вагончики зайдешь, там сушилка для одежды, еще что-то. Все по-другому теперь. Первый газопровод в Башкортостане должен был быть построен еще в 1942 году, но планам помешала война. Более 700 тысяч человек из республики ушли на фронт. Каждый второй не вернулся, а те, кто вернулись, ударными темпами восстанавливали экономику, народное хозяйство, создавали наши предприятия. Мы здесь увековечили память о фронтовиках, в разные годы трудившихся на нашем предприятии, а дальше родственники предложили пополнить нашу экспозицию своими фотографиями родственников. И вот, к слову... Вот вы, наверное, помните Исмагилова, 100 лет прожил, да?
наш замечательный, значит, земляк, последний защитник Брестской крепости. Да. Недавно же он. Да, вот 100 лет ему исполнилось, мы его проводили. Сняли один документальный фильм, передали в музей Брестской крепости, и сегодня экскурсия по Брестской крепости начинается с этого фильма. А здесь представлены экспонаты, найденные поисковыми отрядами нашего предприятия совместно со школьниками из разных районов республики. Мы развиваем поисковые движения и стараемся таким образом сохранить память о героях. Здесь у нас представлены первые руководители нашего предприятия, те, кто стоял у истоков становления и заложил прочный фундамент сегодняшних достижений. На ленте истории можно проследить основные этапы становления и развития предприятия, и приглашаем вас к интерактивной карте республики. Первый газ пришел на нефтеперерабатывающие заводы Уфы, это был нефтяной попутный газ. Далее газ приходит в еще один важный промышленный узел, города Стерлитамак, Ишимбай и Салават, где в это время уже функционирует комбинат номер 18, а ныне «Газпром нефтехим» Салават. И республика благодаря нефти и газу начинает развиваться небывалыми доселе темпами. И уровень промышленной продукции, производимой в Башкортостане, вырастает более чем в 70 раз. В 60-х годах истощается единственное месторождение газа на территории республики. На его месте создается Кончуринско-Мусинский комплекс подземного хранения газа. Ну а в конце 60-х газ приходит в республику по первому трансконтинентальному газопроводу, легендарному газопроводу Бухара-Урал. И начинается активно и еще более динамичный рост промышленности. В конце 70-х, начале 80-х годов начинается разработка месторождения Уренгоя и Медвежьего. И сразу 5 магистральных газопроводов пройдет по территории республики. В это время создаются компрессорные станции, строится линейно-производственное управление нашего предприятия. Ну и начинается активная газификация региона. Сегодня ее уровень один из самых высоких в стране. Вместе с тем мы развиваем рынок газомоторного топлива. Обратите внимание на экран. Ежегодно на карте республики появляются все новые и новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. Технологичные, надежные. И нужно сказать, мы своим примером показываем, насколько это экономически выгодно, экологически целесообразно. Более 75% транспорта нашего предприятия уже переведено на газомоторное топливо. А газовики Башкортостана никогда не ограничивались решением производственных задач. Мы построили большое количество социальных объектов. Это жилые дома, и спортивные комплексы, и детские сады. И приглашаем вас к экспозиции, где представлены наши награды. Хотели бы остановиться на наиболее важных для нас последних наградах. Мы дважды становились обладателями гран-при федерального конкурса Российской организации высокой социальной эффективности. И за этими наградами стоит большая работа. К слову, только в прошлом году на выплаты социального характера мы направили больше 425 миллионов рублей. В здравницах республики отдохнуло больше 3500 работников и членов их семей. Мы активно занимаемся благотворительностью и считаем своим достижением межрегиональный проект «Ломая барьеры», который помогает нам раскрыть потенциал детей с особенностями. Здесь представлены все газопроводы, все диаметры газопроводов, которые обслуживает «Газпром Трансгаз Уфа». Сделали мы это в профориентационных целях, чтобы показывать школьникам и студентам наглядно, с каким уровнем ответственности им придется столкнуться, когда они Вот самая придут. большая, 1400, да? Да, это максимальный диаметр. И толщина тоже. Это реальная труба, да, это реальная труба. Вот, на линейной части между компрессорными станциями. А вот так у нас проходит диагностика трубопроводов, то есть внутри проходит робот, который диагностирует, и мы устраняем дефекты по результатам внутритрубной диагностики. Мы большое внимание уделяем взаимодействию с учебными заведениями, в частности с опорным вузом компании «Газпром», Уфимским нефтяным университетом. Реализуем большое количество социальных и образовательных проектов. Только в прошлом году нам заложена корпоративная традиция проведения слетов целевых студентов. 13 опорных вузов компании мы пригласили к нам в республику, показали красоты, рассказали о нашей республике. Ну а здесь представлен макет газа, показывающий его путь от добычи до потребителя. Здесь представлены объекты. К примеру, это КС-18А, который располагается в Дюртюлинском линейно-производственном управлении в селе Москово. И нужно отметить, что
Извините, эти кольца вот под водой бетонные или металлические? Вот они, труба в кольцах, да? Это пригруза, да, это утяжелители. Утяжелители даже. Чтобы труба не всплывала, да. Это реальный счетчик в режиме онлайн. Он показывает, сколько транспортировали газа с 1953 года, сегодня. Вот. И сколько забрали газа сегодня из подземки. Я цифры такие не знаю. Это триллионы уже? Триллион, 4 триллиона 108 миллиардов, да. В прошлом году мы перешагнули рубеж 4 триллиона кубометров газа, что сопоставимо с ежегодным мировым потреблением голубого топлива. Вот сейчас бы мы хотели вас пригласить на общее фото на фоне основных показателей транспорта газа. Спасибо. Благодарим вас за внимание. Спасибо большое. И будем рады, если вы оставите пожелания в нашей электронной книге пожеланий. Ох ты. Можно помогу вам сохранить? Благодарим вас за внимание. Будем рады видеть вас, Спасибо ваших вам большое. коллег. Молодцы, Для здорово. полной экскурсии по нашему центру. Всего доброго. Очень здорово. Спасибо. Радишевич, такая серьезная комиссия была, важная, нужная. Вот скажите, пожалуйста, а как на жителях Республики Башкортостан скажутся ее результаты? Вот мы же сегодня говорили, что увеличится потребление газа. Это о чем говорит? Что мы доводим газ до большего количества домовладений, то есть у нас довольно большое количество еще населенных пунктов, где нету газа. И когда вот мы ездим по району, ну, вы сами знаете, люди подходят, дайте нам газ, дайте нам газ. И вот сейчас вот мы как раз обсудили проблемы и газификации, и догазификации. Поэтому вот в ближайшие 3-4 года мы где-то процент газификации республики этими усилиями мы увеличим почти на 10%. Но где-то с 84,5, с 84 до 94% мы газифицируем всю республику. Это огромный процент. Плюс, я уже говорил, что вот это вот первый доход. Второе, опять же, газ очень нужен для создания новых инвестиционных проектов предприятий. То есть подвести газ, дать энергетику и так далее. Это тоже здесь обсуждается. А это, опять же, в конечном счете рабочие места. То есть все, что мы делаем, это в конечном счете работает на хорошие карманы и на тепло в домах, на дешевое, качественное тепло. Спасибо.